И она говорит, не хочу, эту не хочу, эту не хочу, ту не хочу, но вот на маме он уже его перемкнуло. Что он сделал? Послушайте. Что он сделал? Интересное. Когда он привез вот дочь генерала Бурнуса, она была юной девушкой. Мать этой девочки, она врач. И она влюбилась в отца, как в сына. И она говорит, а они его Мурат не запоминали, Сашей называли почему-то. Сашу зятя зовут. Вот, и говорит, Сашенька, когда вы закончите лечение, вы неделю должны пожить у меня. Еврейка с прицелом. Конечно. Вы должны пожить у меня. Вот и пожил он, значит, генерала уже тогда нет, ей 18 лет было. Генерала не было уже, погиб бедный, и звонок в дверь. А он сидел в его кабинете. Кстати, вот это читать, библиотека, это все у него оттуда пошло. Потому что там шикарная библиотека была. И он накидывает китель адмиральский и выходит на звонок. И вдруг обрушилась на него какая-то, говорит, красавица, говорит, стоит и орет на меня. Какое вы имели право одеть, говорит, форму? Она была на даче. И он ее не видел. Они не видели друг друга. Какое вы имеете право, говорит, одевать китель моего отца? Быстро снять. И я, извините. В общем, пошел, переоделся, говорит. Вот так мы с ней познакомились. Потом он ее привез сюда. Но зная характер его мамы, бешеный, вот этой Шармат, которая, он ее переодел юношей, адъютантом, косу, фуражку, здесь, видимо, мало было. Перетянул. Все перетянул, затянул и привез в аул. Это мой адъютант, он сказал бабушке. Ой, хорошо, молоденький адъютант, и 5-10. Но адъютант был раскрыт тогда, когда ночью решал вот с такой косой в туалет, который находится на улице, в ауле. Вот, поднялся скандал, и он взял ее и уехал сюда. Это, вы знаете что, дальше больше, потому что там есть такие вещи, которые могла выдержать мама только. Абхазка так сказала. Короче, так не бывает. Я не хочу, говорит, чтобы на мне лежало пятно неудачницы в замужестве. Умница. Я этого не хочу, говорит, и я этого добьюсь. Умница. Все равно я буду, говорит, я сейчас поеду в Абхазию, говорит, с двумя еще от того родила, сейчас с этими двумя, говорит, и я буду сейчас вот так пальцем будут показывать, что она бракованная какая-то. Ничего у него не получится. Молодец. Коса на камень. Да. Царство небесное. Вот то, что она вытворяла, начиная от вот такого ножа, заканчивая другими вещами, но она не размахивала, и она угрожала тем, кто к нему подходил слишком близко. Вот, и ну, в общем-то, она, и знаете как, была тоже очень красивая история одна. Мы маму забирали сейчас я вам скажу, с Кисловодска, санатория. Он дал машину, мы поехали. С нами была тетя Люся, очень красивая украинка, папиного друга черкеса, жена. Вот, и это такая кавказская красота, это украинская, это вообще две очень красивые женщины, это бомба, да. И мы начали просить, выписали ее, и мы начали просить, пожалуйста, пельмени. А мы знали, что там пельменная есть в подвальчике. Мы заходим туда, и вдруг весь стол, который сидел, одни мужики, встали и уставились на нас. Мама молчит, как вроде бы, как ее гипнотизирует. И она тихо сказала, Люся звали подругу, Люся, мы здесь не садимся, это Славикин отец. Мы здесь не будем сидеть, говорит, разворачиваемся и все. И мама нам говорит, вот это вашего брата папа, подойдите к нему.
Мы побежали, не соображаем же. Папа, Да. Славика, папа. Славик, что брат, знаем, мы его каждый год видим. Мы побежали к нему, он нас схватил, поцеловал в щечки. Алексей его звали, Бесланцев. Поцеловали его, он нас поцеловал и говорит, передавайте привет маме, папе, и все. Едем мы в машине, и мама говорит, я вас очень прошу, дети, не надо говорить. Она подумала, бедная, потом я задним умом, когда выросла, что она отдыхает в одно время в Кисловодске с бывшим мужем. Просто они друг друга... Вопросы не- возникли. Да. И она вдруг своим женским таким умом подумала, хорошо, не говорите, что... Эмма промолчала, вообще она как-то... Она хоть и старше меня, но... А я запомнила, ну, хорошо, приезжаем мы домой. Мама нас никогда не целовала, это крайне редко, чтобы она... она очень строгая была. А папа, сделай. И вот к папе мы вот так вот обнимет нас, дочурки, поцелуйте меня. Вот. А мама раскладывает вещи из чемодана. И теперь я вдруг говорю, ой, папа, кого мы видели? Кого? Мы видели, мы пошли пельмени кушать, а там сидел дядя Алеша. Какой дядя Алеша? Славкин папа. Да ты ж, Валя, что ты мне не рассказываешь такие интересные истории? И мама посмотрела на нас, и вот я вспоминаю это лицо, и это было, знаешь, какое лицо? Не ненависти, а хорошо, что ты сказала, Люда. Да. Вот такое лицо было, чтобы он хотя бы чуть-чуть приревновал, понимаешь? Хорошо, что ты... И вот этот, бессовестный, я же просила не говорить, она сказала, болтушка. Ладно. И папа вот так обнял нас и говорит, дети, чтобы вы знали, сколько лет я буду жить, столько лет вашей маме верить буду. А я не понимала тогда, что здесь верить. Это потом всплывает. Да, это потом всплывает. Столько времени, говорит, вашей маме верить буду. Вот так, Ой, таких царство рассказов очень небесное. много, не буду вас занимать ими. Я очень прошу тебя, скажи нам что-нибудь. Потом, если можно, хотелось бы узнать, Что я вот отец, где, пользуюсь. где добился вот этого звания героя, вот, и кем он закончился после этого, остайся. Абьяне Я говорила, Хахе. под чьим Абьяне предводительством, Хахе. да? Кто был Абьяне Хахе. Харазия Да. Хасан Лагустанович. Нет, за любой там вид, где-то... Нет, там за совокупность. Совокупность, да. Совокупность подвигов, боев, которые... И кем он закончил звание? Он старший лейтенант. И добился вот этого звания. Нет, он бы даже не собирался этого делать. Ничего. Старший лейтенант. Игорь Михайлович, Ну что, Муратовна, я что могу добавить? Я просто рад, что я здесь нахожусь. И тосты, конечно, после родителей наших, всего сказанного, я хочу вот просто после всего сказанного, хочу сказать, все вот это, то, что в жизни, это наша Родина, нам дали наши предки, наши дома, наши отчие дома. Я хочу за маленькую Абхазию нашу, за Черкесск, и за все красивое, там, где мы все, что впитали. Прошу я, дай Бог, Красиво чтобы там, Родина где наша, хорошие люди. за наши отчие дома, Родину, Да. дай Бог, чтобы всегда мир здесь. Я в Майами приеду, там никого не знаю. И что она мне красивая покажется, что ли? А поеду в какую-нибудь Апатскую, сяду, Да. выпью, посижу и думаю, как меня встретили, как я хочу еще раз туда. Поэтому давайте.